В Ухте введен режим ЧС. Лесное возгорание здесь интенсивное и с большим количеством дыма. Площадь пожара достигла 400 гектаров. Развивается он на бывшем торфяном болоте, искусственно осушенном в конце прошлого столетия. Пожарные расчеты стоят на границе населенного пункта и не пускают людей в лес. Самое интенсивное задымление ухтинцы наблюдали накануне вечером. В соцсетях появлялись видео, как огонь подходит к дачам поселка Водный. Вчера конкретно уже было, что до головных болей доходит, как бы угар чувствуется. Но сегодня более-менее ветер поменялся. Смогом, естественно, накрывает к вечеру ближе. К утру уже все расходится, ветер раздувает. Для защиты гражданских построек и линии газопровода привлечены силы МЧС. Для ликвидации очага со вчерашнего дня здесь работает Ми-8 с водосливным устройством, лесопожарный трактор и тяжелая техника, в том числе предоставленная градообразующими компаниями. Наращивание группировки сил и средств продолжится. При необходимости будут использованы имеющиеся резервы. В течение дня сюда будут передислоцированы 38 парашютистов пожарных из других муниципалитетов Коми. Сюда же направят 50 специалистов из Красноярского края, которые прибудут завтра. На сегодняшний день ситуация сложная. То есть утром было 46 лесных пожаров, действовало на территории Республики Коми. Общая площадь более 10 тысяч гектар. Но вот этот пожар один из самых сложных в плане того, что он находится непосредственно рядом с населенным пунктом. На утро площадь его была около 700 гектар. Пожар сложный. Сложность пожара подразумевает это сложные лесорастительные условия, сложная многослойная подстилка, которую вы видите. Все это представляет горючий материал, который при сухой погоде очень активно горит. С начала лесопожарного сезона в Коми зарегистрировано 433 лесных пожара. За прошедшие сутки возникло 6 новых очагов, 2 ликвидированы. Из 44 лесных возгораний 4 локализованы. Наиболее сложная обстановка в Ухте, Удровском, Книшпогосском и Устилимском районах. Всего в тушении задействовано сейчас 573 человека и 19 единиц техники. Привлечены 314 работников лесопожарных служб и 7 летчиков-наблюдателей из других регионов. Помогают специалисты из Архангельской области, Карелии, Кирова, Вологды, Москвы, Тюмени и Красноярского края. На сегодняшний день угроз объектам экономики и населенным пунктам нет. Но тушение этих лесных пожаров является на сегодняшний день приоритетом. В 10-километровой зоне 8 лесных пожаров. Им также уделяется особое внимание. Вслед за Ухтой смог от лесных пожаров накрыл столицу Коми. Гарь принесло ветром с запада со стороны Книшпогосского района. Сильнее всего запах ранним утром ощущался в Эжинском районе столицы. Улицы заволокло дымкой. С утра вот встал, смотрю, смог. В новостях увидел, что под Ухтой лес горит. Пока вроде дышится нормально. Непривычно, дышать сложно, но так можно пережить еще. Тяжеловато, конечно, неприятности есть, но ничего, терпимо. После смог достиг и самого Сыктывкара. При этом, как отметили в Минздраве региона, увеличение обращений в терапевтические службы муниципалитетов из-за пожаров не фиксируется. Жалоб на тошноту, головную боль и аллергию нет. В Ухте, как сообщает местная администрация, надзорные органы не выявили превышение предельно допустимой концентрации сажи. Однако превышение по пыли было. Что же стало причиной пожара в Коми, пока говорить рано. Так, сегодня появилась информация о том, что возгорание в Рязанской области произошли из-за поджогов. Об этом заявил глава МЧС России. В нашей республике дознаватели еще работают. У нас, получается, по всем пожарам, возникшим после их тушения, работают дознаватели МЧС. И оценка возникновению будет дана, конечно, позже. На сегодняшний день информация о том, что кто-то специально поджигает, такой у нас нет. Но об этом нам скажет позже МЧС. Но при этом необходимо отметить и обратиться к гражданам республики, что в связи с запретом на посещение, если вы даже нарушаете запреты посещения лесов, то будьте внимательны, пожалуйста, и осторожны при каких-то проведении каких-то работ в лесу. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Потому что не все пожары у нас возникают от природных факторов. Есть определенная доля, которая возникает по вине местного населения. Последние возникшие лесные пожары возле населенных пунктов – это почти 100% человеческий фактор. То есть, потому что гроз у нас не проходило, соответственно, только человеческий фактор.
На территории самого Сыктывкара действующих лесных пожаров нет. Одно возгорание случилось 21 августа на удалении от Максаковских дач. Оно было оперативно выявлено, локализовано и потушено в тот же день. Профильные службы столицы следят за обстановкой и находятся в полной готовности. Надеяться на то, что смог смоют дожди, не приходится, предупредили в гидрометцентре. Пока осадки будут краткосрочными, дожди пройдут местами. И только в начале сентября ситуация изменится. Особенность, я еще раз повторяю, вот этого лета, что у нас два аномальных месяца. Июль и август подряд. Вот такое еще не было за всю историю наблюдений. 31 августа, 3 сентября дожди пройдут. Вот они должны погасить все уже.